Бисмилляхи-рахмани-рахим. Война расчехляет и обнажает все то, что было скрыто от нас завесой симуляции. Вот один из известных татаро-башкирских певцов Элвин Грей заявил о том, что он русский, поэтому победа будет за ними. Но, собственно говоря, известно, что Элвин Грей поднялся именно, прежде всего, на татарской эстраде и, в общем-то, сделал себе имя. Примерно таким же образом заявил другой певец ртом Фирдус Тимаев, еще тот акробат, который ездит на Донбасс, как и Элвин Грей, заявляет о поддержке войны, русского мира и все остальное, при том, что они действуют и зарабатывают на татарской эстраде. Таких очень много на самом деле. Это типичные манкурты, которые пытаются подстроиться, подлезть под существующий порядок. И в этом смысле ради красного словца не жалеют мать отца, готовы продаться, готовы продать себя, язык, нацию, веру. Ну, в общем, в истории такое было не раз и не два. Но я бы хотел поговорить о другом, о явлении этой массовой культуры. Что же такое массовая культура и культура сама по себе? Это не что иное, как моральное алиби безбожия. Как категория, в которой растворены все духовные маяки и ориентиры. И на ее месте, на месте религии, на место религии приходит так называемая культура, которая является культом. Объектом поклонения, которому начинают верить безапелляционно, безоговорочно, считая, что вот есть некая высокая культура, и она все спишет. Но мы-то прекрасно знаем, что эти деятели, культурные так называемые деятели, они носители той самой пошлости без границ. Им дозволено все. Они представляют ту самую богемную тусовку, которая извращается, которая несет своим поведением, своим образом жизни все то, чем мы и называем развратом. То есть берете любую светскую хронику, желтую хронику, и смотрите, что происходит. В основном это все связано вот с этими артистами, певцами, которые делают все, что является запретным с точки зрения нормального общества. Но им все позволено, и при этом они еще и выступают моральными авторитетами. Их вытаскивают, их слово является чуть ли не словом пастора. Почему это так происходит? Да потому что сама культура и массовая культура в особенности связана с имитацией реальностей. Она имитирует эту реальность окружающую, она создает иллюзию ее некой такой эстетской всеохватности. Но культура прежде всего подразумевает вот ту самую пошлость, о которой я говорил. Как раз таки культура возникает из подмены религиозных символов. Она впрыскивается туда, как их замена, потому что религиозный принцип, религиозное сознание подразумевает некую границу дозволенного, того, что можно, моральные принципы, принципы веры, а культура их расширяет. Когда нам говорят, ну, это культура, ты ничего не понимаешь, ну, или искусство, хотя это немножко все-таки разные понятия в моем понимании, но как бы там ни было, культура предстает таким тараном, который таранит религиозные и моральные принципы. Нету этики. Культура не несет никакую этику, она заменяет ее эстетикой. Дескать, эстетика – это то, что лакирует ужас этой жизни. Но, по сути говоря, массовая культура лишает человека подлинного начала. Где все эти певцы, которые сегодня могут поддерживать агрессию против языка, против народа целого, против целой страны, и тут же рассуждать о нравственных принципах? Ну какие у них нравственные принципы этих людей? Вся их ценность только
в одном, что они выступают где-то на сцене и имеют мнимую поддержку людей. Вот та самая пошлость, о которой я говорил, это еще и легитимация безумия и вседозволенности. Для них нету принципов, которые бы они растоптали. Есть отдельные личности. Я не говорю о них. Мы говорим об общем, не частные проявления, конечно. Везде есть люди высокого морального принципа, духа. Но в целом, я должен сказать, что такие, как Элвин Грей, такие, как Фирдус Тимаев, другие деятели, которые сегодня, приплясывая, поддерживают массовый геноцид людей, они завтра предадут и нас, и вас, и остальных. Потому что они уже предали язык, они уже предали веру, нацию. И готовы делать это раз за разом. Как у Ильфа и Петрова, когда Паниковский говорил, что я вас продам, куплю и заново продам, но уже дороже. Вот все эти Тимаевы, Элвин и Греи, это коллективные Паниковские.